Сегодня на побережье Сыкуля проходит крупное мероприятие международного значения – 11-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, где участие принимают парламентские делегации стран-членов Тюркпа – Турции, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии. Перед началом заседания глава государства Садыр Джапаров принял глав делегации. Президент назвал созданную в 2008 году Тюркпа важной платформой межпарламентского взаимодействия и отметил значимость применения новых подходов в решении проблем, преодолении вызовов и угроз нового времени. Именно здесь наши парламентарии обсуждают важные вопросы, делятся информацией, обмениваются опытом и передовой практикой по приоритетным направлениям работы. Кыргызстан, являясь одним из государств-основателей Тюркпа, заинтересован в становлении данного межпарламентского объединения как образца проявления солидарности и единства наших стран. Глубокие исторические, культурные и духовные связи между нашими странами и народами лежат в основе наших взаимоотношений. Полагаю, что активизация нашего сотрудничества была бы невозможной без надежного фундамента, основанного на доверии, дружбе и сотрудничестве, на которых мы год за годом выстраивали наши современные межгосударственные отношения. Глава государства подчеркнул необходимость обновления имеющихся программных документов и постоянной работы над их совершенствованием. Как отметил Садыр Джапаров, эти новые отношения на тюркском пространстве должны стать образцом межгосударственных взаимоотношений нового времени, добавив, что построение обновленного и процветающего Кыргызстана является главной целью для руководства страны. Поэтому мы будем уделять первостепенное внимание экономическому развитию страны, привлечению качественных инвестиций в самые перспективные и интересные проекты. Сегодня как никогда важна взаимная поддержка в переходе к устойчивой модели независимого развития. И мы будем рады видеть в стране больше инвесторов из тюркских стран, с тем, чтобы вместе повышать наше общее благосостояние. Кыргызстан готов к плодотворной работе с тюркскими братскими народами на основе этих незабываемых ценностей. Уверен, что сообща мы преодолеем все сложности и внесем свой вклад в построение лучшего мира. Для этого у нас имеются все предпосылки. Вместе только вперед. В свою очередь, глава Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов подчеркнул, что благодаря контактам на уровне глав государств взаимоотношения в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах между странами развиваются успешно, а организация, в свою очередь, прилагает все усилия для дальнейшей активизации межпарламентского сотрудничества. Отдельно глава государства провел встречу с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, в ходе которой состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе развитию межпарламентского взаимодействия. Садыр Джапаров подчеркнул, что кыргызские и турецкие народы связывают общие ценности в культуре и традициях. Он также напомнил, что осенью в турецком городе Изнике состоятся очередные всемирные игры кочевников, отметив, что Кыргызстан намерен принять участие в них, а также выразил готовность кыргызской стороны оказать помощь в организационных вопросах. Официальная часть Совета Тюркпа началась с церемонии перехода председательства в ассамблее от казахстанской стороны к кыргызской. Председатель Мажилиса парламента Казахстана рассказал о проведенной работе в Тюркпа в прошлом году, а также пожелал кыргызской стороне успешной работы. За последние 14 лет парламентской ассамблеи тюркоязычных стран был разработан и реализован ряд важных проектов, направленных на расширение взаимодействия в политической, экономической, дипломатической сферах. Новое время ставит новые условия. В динамично меняющемся мире каждая страна сталкивается с современными сложностями и вызовами. На сегодняшний день история свидетельствует о том, что наши государства сохранили свою независимость, ценность и уникальность. Общая история, традиции, язык, в особенности уважение друг к другу, которое мы сохранили на протяжении веков, является наследием наших предков. Уверен, что, сохраняя взаимное уважение, мы достигнем поставленных целей во всех сферах сотрудничества. Одним из важных вопросов на 11-м пленарном заседании Тюркпа стало переименование ассамблеи. Это историческое событие, отметила глава Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова. Выступая перед коллегами, Эрлан Кошанов подчеркнул, что интеграционные процессы между тюркскими государствами развиваются на высоком уровне, в том числе через усиление межпарламентского сотрудничества. Парламенттік дипломатия сенім мен серіктестіктің негізі тақырыбына талқылау мүмкіндігіне қуаныштымын.
Мы, парламентарии, в соответствии с инициативой глав наших государств, приняли решение изменить название организации на Парламентскую ассамблею тюркских государств. Этот рембрейдинг, безусловно, будет способствовать всестороннему развитию ассамблеи в новом формате. В этом наш общий интерес. Главная цель организации – это развитие прочных связей на евразийском пространстве, в том числе для сохранения стабильности и безопасности. На повестке дня стояли обсуждения таких задач, как расширение межпарламентских связей, утверждение дорожной карты организации до 2028 года. Кроме того, парламентарии обсудили проект закона, направленного на развитие социального предпринимательства. В связи с этим председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп высказал мнение о необходимости активизировать дальнейшее сотрудничество тюркских государств. В завершении пленарного заседания был подписан ряд документов, направленных на укрепление тюркского сотрудничества. Был одобрен стратегический план развития Тюркпа до 2028 года. Принят модельный закон по развитию социального предпринимательства, направленный на сближение национальных законодательств стран-членов организации. Он был разработан по инициативе парламента Казахстана. Ахмир Нурдинова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.